Так, все, я включил запись. И с этого момента уже как бы вы в эфире, да, в записи. Вот все ваши сообщения, они будут проходить уже, скажем так, официально. Ну, давайте еще раз. Изенер, здравствуйте. Меня зовут Сибдейтон. Сибдейтон – это мой литературный псевдоним, Сергей Майнагашев по паспорту. Ну и, в общем, я предлагаю для населения, для тех, кто хочет изучать кавказский язык по интернету, попробовать начать заниматься и освоить интернет-технологии. Ну, откровенно говоря, я сам первый раз пробую это делать, имеется в виду, хочу сделать систематические занятия по хакасскому языку. И, конечно, все это будет отрабатываться. Ясно, что все сразу хорошо наверняка не получится. Но тем не менее, как бы есть опыт проведения курсов офлайн. Но в офлайне это, конечно, там проще, потому что понятно, что там не нужны никакие технические настройки, а здесь все-таки немножко сложнее. Надо программу освоить, ну и все такое, короче говоря. Но и все равно, мне кажется, по интернету тоже можно общаться. Тут единственное, что надо будет нам понять друг друга. Ну, например, давайте, вот, Татьяна, вы сейчас в телефоне, я так понимаю, да, если в телефоне, то ну, либо я, либо да, или пис 5 пропишите, вы с телефона, по-моему, все зашли. Если из телефона, там ситуация такая. Я проверял, и обязательно нужен Chrome браузер установить. Без Chrome плохо. Короче говоря, там остальные браузеры вообще не понимают и не заходят. В Chrome еще как-то можно зайти, но в Chrome нет чата. Вот я сейчас, допустим, это персональный чат. Я так пропишу. Это персональный чат мой, я тут пишу Татьяне, который видит только она. На самом деле только она должна видеть, потому что ну, так устроена программа. А есть еще вот другое окно. Это потом вы в записи увидите, кто не видит общее окно или общий чат. И вот в записи там есть, конечно, возможность прописать. И смотрите, что тут будет на занятиях, как мы будем строить занятия. Ну, сам принцип. Давайте я сначала включу, я покажу экран, а Татьяна потом там напишет тебе, экран виден или нет. Я сейчас включу свойства экрана. Так, вы должны видеть мой рабочий стол. Татьяна, вот, рабочий стол видите, нет. Если видите мой рабочий стол, напишите 5. Если нет, то 0. Если рабочий стол видите, ну тут рабочий стол имеется в виду, кроме моего видео, там еще должно быть слева ваш чат, он тоже должен быть виден. Вот я прописываю, допустим, да, вы свой чат должны видеть. Если да, то 5. Так, меня слышно, нет? Так, Татьяна, так, рабочий стол не видите. Угу. Ну вот да, вот с телефона немножко неудобно будет. Так, а Валентина Баргаякова, вы могли бы отписаться? Вы тоже с телефона заходите или нет? Так. Так, Валентина, вы видите, нет, рабочий стол? Так, ну, я так понимаю, что вы рабочий стол не видите. Ну вот, с телефона, конечно, будет неудобно.
Если бы у вас был бы компьютер, там, конечно, бы увидели рабочий стол, и все те материалы, которые я буду давать, они, конечно, ну, будут видны. Допустим, давайте я все равно сейчас это пройду, потом вот это видео я закачаю, вы потом посмотрите уже в другом варианте, да, не через компьютер, ну, в смысле, не через телефон. Ну вот смотрите, есть сайт, в этот сайт тоже видели. Так, давайте еще раз. Вот. Этот сайт называется «Курсы хакасского языка». Здесь вы уже все прошли, это знаете данные, но я сегодня поставил форму регистрации. Это форма регистрации на рассылке. После занятий, когда мы будем проходить уроки, эти уроки я потом еще буду загружать вот на этот сайт. Давайте я сейчас ссылку дам. Прямо вот пока в чате. Вот персонально я вам тоже, давайте сейчас отправлю. Вот с планшета я не знаю, будет ли видно. Вот надо будет проверить. Я не проверял, честно сказать. Ну, надо будет проверить. Вот смотрите, вот на этом сайте я ссылку отправил. Там будут материалы по урокам и видео, которое мы сейчас пишем. Допустим, вот это видео, оно будет уже в бесплатном режиме пока вот. Но надо будет пройти регистрацию на сайте. Если вы сейчас пройдете регистрацию, я там увижу и, в общем, введу вас в систему сайта. Уведомление на почту может не прийти, но потом все равно вы уже сможете зайти со своим логином и паролем. Но на сайте надо будет обязательно зарегистрироваться. Это чтобы просматривать материалы. Они в общем доступе этих материалов не будет. И вторую регистрацию надо будет пройти уже справа, где вот в зеленом фоне платный набор на курсы. Вот на этом сайте есть справа на сайт-баре. Эту регистрацию нужно будет пройти для рассылок. Дело в том, что тут разные системы, поэтому две регистрации надо будет проходить. Немножко неудобно, но тем не менее, потом посмотрим, как мы это будем. Может быть, сведем едино. Ну, увидим. Так, дальше. Ну, вы наверняка видели, что есть канал «Хакасский язык». В этом канале будет все видео, которые мы будем записывать. Тоже ссылку сейчас дам. Ну, этот канал, он есть на странице. Я просто сейчас продублирую здесь в чате. Так. Это ссылка на канал. Сейчас. Так, это у меня включилось видео. Так, давайте я. Это ссылка на канал. Потом мы будем пользоваться еще хакасско-русским словарем, новым словарем. Он также будет, и вот этого словаря также в общем доступе не будет, но будет он на сайте для тех, кто занимается. Так, это тоже надо будет иметь в виду. Вот те материалы, которые мы будем проходить, да, то, что нужно нам будет. Далее я вам тоже дам систему аффиксов. Есть специальная работа у Инги Людовиковны Козласовой. Она подготовила вот эти аффиксы. И эти аффиксы надо будет потом проходить. Ну, по ходу дела надо будет понимать, затем какой аффикс как используется. Ну, вот это общие материалы, которые нам пригодятся для занятия. Ну и сам принцип. Вот, как бы вы хотели, конечно, я бы хотел бы вас спросить, как бы вы хотели заниматься, что бы вы хотели, чему бы хотели научиться. И какой принцип, возможно, то есть какие ваши рекомендации. Я бы со своей стороны что предложил бы. Вы, допустим, приходите с определенным набором фраз на русском языке и прописываете. Ну, допустим, давайте мы, Татьяна, с вами это сделаем. Допустим,
Тема приветствия, да, ну, мы пишем здравствуй. Мы отработаем тему приветствия, скажем, да, и пропишем эти фразы. Ну, там как бы проблем нет, допустим, да, здравствуйте. Изенер. Все равно надо будет начинать с этого, потому что ну, без темы приветствия как бы все равно ну, нельзя, в общем, будет. А далее уже все слушатели будем обговаривать, и каждый будет прописывать те фразы, которые бы он хотел выучить на хакасском языке. Ну, допустим, вот, Татьяна, напишите, какую фразу, вот, предположим, какую фразу вы хотели бы вот, понять на хакасском языке. Вы можете сейчас в телефоне прописать. Так, Татьяна, вы меня, если слышите, напишите, пожалуйста, фразу какую-нибудь на русском языке, пару фраз. Тут еще надо иметь в виду, что технически сигналы запаздывают примерно на 25 секунд. Вот я говорю, допустим, да, ну, где-то 25 секунд проходит, 20-25, и потом только сигналы до вас доходят. Так, да, что будешь делать, допустим? Ниме идерзин. Ниме идерзин, да. И я отвечаю, вот, допустим, что будешь делать, и по-хакасски я произношу ниме идерзин. И у меня вопрос к вам, Татьяна. Вот это вот сочетание слышно, нет? Вот когда я по-хакасски говорю, это внятно, оно слышно. Ниме идерзин. Ниме идерзин. Что ты будешь делать? Что будешь делать? Ниме идерзин. Если, допустим, завтра, да, завтра что ты будешь делать? Чем будешь заниматься? Таңде. Таңде. Ниме идерзин. Да. Таңде ниме идерзин. Чем будешь заниматься завтра? Вот, Татьяна, ответьте, пожалуйста, вот эти фразы, они хорошо слышны, чтобы вам дома повторить вот по этому видео. Так, ну, пока вот отвечаете, допустим, можете еще какую-то фразу прописать. Другую фразу. Вот эти фразы, они будут видны уже в записи. Я их буду заливать в YouTube. И когда вы пройдете регистрацию на сайте, тогда уже будете дополнительно просматривать. Просматривать зачем видео? Чтобы поставить произношение. Вот смысл видео, чтобы поставить произношение. Ну, понятно, что может быть глазами лишний раз пробежим, но самое главное это произношение. Правильное произношение. Поэтому любая фраза, она должна вами восприниматься на слух, ну, хорошо. Татьяна, дайте, пожалуйста, ответ. Вот сейчас меня хорошо слышно, когда я говорю, я имею в виду фраза на хакасском языке. Ну, допустим, я говорю ниме идерзин. Что будешь делать? Таңде ниме идерзин. Завтра что будешь делать? Завтра таңде. Таңде. Завтра. Завтра таңде. Так. Меня нет дома, я ушла на рынок. Меня нет дома. Фраза. Мин ибде шоголзым. Мин ибде шоголзым. Ну, на хакасском языке рынок, он также говорится рынок сар. Рынок сар пары бсхам. Мин ибде шоголзым. Меня дома нет. Рынок сар пары бсхам. Ушла на рынок. В хакасском языке родов нет. В русском языке понятно, там 3 рода, да, а в хакасском нет. Поэтому мин ибде шоголзым, эта фраза, она относится, то есть это может сказать любой, и мужчина, и женщина.
Мин ибде щоглзым. Меня дома нет. Щоглзым нету. Ибде дома. Рынок сар. Вот это рынок, корень слова сар это направление, направительный аффикс, да. Рынок сар парбсхам. Ушла. Рынок сар парбсхам. Ну вот это как бы я объяснял это. Так, Татьяна, вот еще раз напишите, пожалуйста, вот прямо предложением. Фразы слышно хорошо на хакасском языке. Или если плохо, напишите фразы на хакасском слышны плохо или плохо. Не все звуки точно озвучены. Вот как-то так. Пропишите, пожалуйста, вот как воспринимается аудио. Как воспринимается речь? Понятно или нет? Ну, можете написать речь, понятно. Если по-хакасски речь понятна. Так, все, спасибо. Так, алгыспузын. Щох пильдистыг. Щох это речь, фраза. Щох разговор. Пильдистыг понятен. Щох пильдистыг. Разговор понятен. Вот. Щох пильдистыг. Хорошо. Так, ну вот такая форма. Вот я предлагаю такую форму. И ваша задача дома надо будет составить определенную группу фраз и приходить на уроки уже с этими фразами, и вы их прописываете в чате. Ну, примерно фраз 10 на русском языке, я их прописываю на хакасском языке, и потом уже через видео, с помощью видео, эти же фразы, которые вы, допустим, для себя заготовили, я их озвучиваю и объясняю. Ну, попутно, конечно, будем говорить еще немного грамматики. Ну, допустим, вот элементы грамматики я сейчас поясню. Допустим, да, мин ибде щоглзым, меня дома нет. Вот ибде, есть в хакасском языке аффиксы да, де. Когда мы хотим обозначить, мы где-то находимся в каком-то месте, ну, допустим, в кинотеатре, дома, где-то в университете, да, или еще где-то. Есть такое понятие, как аффикс места. Да, де, та, те. И вот эти аффиксы места я буду давать уже как раз через таблицы. Ну там эти таблицы будут. Да, де, та, те. Это аффиксы места. Почему надо будет еще немножко пояснять по грамматике? Потому что так, да, де, та, те. Аффиксы места. Потому что, чтобы вы понимали смысл, допустим, иб, дом, ибде. Дома. Допустим, школа, школа Д. В школе, да, нахожусь, человек в школе. Магазин, магазин Д. Рынок, рынок Т. Ну вот, вот эти фразы, их надо будет, то есть аффиксы имеют определенное назначение, и они употребляются именно только для этого случая. В данном случае, допустим, аффиксы да, де, та, те, только для места. Мин ибде. Щоглзым. Ну вот, примерно вот так мы будем говорить, и давайте я, в общем, немного буду информацию. Конечно, заниматься грамматикой как бы я не рекомендовал сначала вот сесть за грамматику. Смысла я в этом большого не вижу, честно сказать, потому что основная задача научиться говорить. Лучше заучивать фразы. Потом, когда вы заучите определенное количество фраз, и из заученных на автомате фраз вы потом начнете понимать, что есть определенная логика. Ну вот, и в данном случае, допустим, да, де, да, и де, кинотеатр Д, допустим, школа Д, магазин Д, Д, вот это слышится, да, произносится, и вы будете понимать, что это что-то, что обозначающее место, где это все находится. И вот поэтому как бы лучше изучать фразами. Ну и задача пока на 3 месяца. Какое количество фраз мы пройдем, я не знаю, потому что все будет зависеть от тех, кто приходит на курсы. Кто будет их, то есть каждый заготавливает свою порцию фраз. И, конечно, они будут стандартные. Ну, я имею в виду, появится все равно набор стандартных фраз. Мы будем обговаривать, какие слова в каких случаях лучше употребить. И на видео, то есть на уроках, когда уже будут давать письменное задание вот, на сайте, там уже вот эти фразы, набор фраз, они будут прописываться.
Ну, там своеобразный тест еще будет. Ну, не попробую, я буду делать тесты на прохождение заданий именно по вашим фразам. Конечно, вам придется заучивать фразы чужих людей, других людей, которые также приходят на этом занятии. Ну вот, к нам зашел еще Альберт Мадерл. Вот я хотел бы спросить, вот меня слышно, нет? Если меня слышно, поставьте, пожалуйста, пятерку, что да, меня хорошо слышно, чтобы я понимал, что у меня с вами есть связь. Дело в том, что с Татьяной я сейчас общаюсь через телефон, а через сотовый телефон вебинарной комнаты не видно. Такая есть сложность. Альберт, вы могли бы ответить, слышите меня или нет? Я на хакасском языке напишу. Альберт Изенер. Да, ага, все, спасибо. Так, я у Альберта хотел бы спросить, скажите, пожалуйста, вы видите мой рабочий стол, экран? Я сейчас полистаю, и если видите экран, то скажите да, что экран вижу. Ну, тоже пятерку поставите. Вот сейчас я показывал хакасско-русский словарь в PDF формате. Это электронный словарь. Мы будем им пользоваться, этим словарем. Дальше у нас будут некоторые материалы по аффиксам. Они выглядят вот таким образом. И эти аффиксы, ну, мы будем их закреплять. И таким образом проходить, ну, скажем так, минимально будем проходить грамматику, чтобы мы понимали, в каких случаях употребляются те или иные аффиксы. Альберт, так, пропишите, пожалуйста. Так. Да, вы тоже, видимо, через телефон. Да, вот, к сожалению, нет, через телефон вы не сможете скачать. Вообще через телефон вебинарной комнаты не видно, к сожалению. Ну, пока, я не знаю почему, но именно вот данная комната, она не видна через сотовый телефон. Лучше бы, конечно, через компьютер. Через компьютер. Словарь можно будет скачать с сайта. Я вот эту электронную версию размещу на сайте. Давайте я сейчас вам отправлю ссылку. Так, ссылку на сайт. Сейчас, подождите. Там надо будет пройти регистрацию на сайте. Так, вот на этом сайте я вот Альберт вам отправил. Так, давайте еще пару фраз, Татьяна, напишите еще какие-нибудь фразы. Ну, любые фразы, просто мы как бы в режиме тестирования. И Альберт, какую-нибудь фразу придумайте вот на русском языке, и я потом дам хакасский вариант. Мы тут обговаривали с Татьяной, что как мы будем изучать хакасский язык. Мы будем изучать фразы. Фразы, и вы будете сами придумывать эти фразы, заготавливать заранее перед тем, как прийти вот сюда в комнату, да. И эти фразы понемногу я буду переводить. Где-то за один урок, наверное, за один урок, допустим, 5, 7, 10 фраз, наверное, да. Если людей немного будет, конечно, по 10, по 7, по 10 фраз можно будет переводить, но ваша задача, ведь их надо будет еще выучить. Вот в чем дело. Да, вот сейчас Татьяна предлагает, допустим, фразу «Мы уедем на выходные отдыхать». В хакасском языке эту же идею можно выразить так. Тнг кнеренде. Так, смотрите, когда вы задаете «Мы уедем на выходные», «Тнг кнеренде» куда непонятно, да, просто уедем. «Тнг кнеренде по рыбы зарбыс». «Тнг кнеренде по рыбы зарбыс». Вот я сейчас Татьяне отписываю. «Тыннанарга».
это уже фраза тынанырға отдыхать. Тынанырға отдыхать. Отдыхать. Так, Альберт, можете тоже какую-нибудь так фразу можете придумать какую-нибудь, я переведу на хакасский язык. У нас идет общение в режиме частной переписки. Вот в данной комнате есть такая возможность общаться с каждым, и у модератора есть функции частной переписки. Так, ну, у Альберта вообще видит общий чат, я так понимаю. Так, ща. И что, ща? Так. Альберт, вы что хотели написать? Так, Татьяна, можете еще написать какую-то фразу? Так, я зачитаю. Мы уедем на выходные. Выходные тыннах күн. Күн обязательно надо будет сказать. Күн, тыннах күн, выходной. Тыннах күннерінде выходные. Их 2 дня, это множественное число. Тыннах күннерінде. Пары бызырбыз, мы. Пары бызырбыз. Ну, с семьей, допустим, да. Тыннах күннерінде пары бызырбыз. Тыннанырға отдыхать. А теперь, так, отвечаю на Альберта. Слушать. Истерга. Истерга. Если перевод слушать. Так, Альберт видит, меня нет. Общий чат. Истерга, я сейчас подождите. Так, Истерга. Вот да, я так дважды прописал. Альберт, напишите, пожалуйста, вы сейчас видите вот мой ответ. Истерга. Истерга слышать. Истерга. Так, Татьяна, отдыхаешь, отдыхаю, отдыхаю, отдохни. Так, смотрите, это уже склонение по лицам, да? Давайте я тогда задам местоимение. Ну, предположим, мин, я, допустим, да. Син, ты, ол, она, ну, третье лицо. Он, она, оно. Мин, я, син, ты, ол, она, оно. Допустим, да. И пись, мы. Пись, мы. Вы, сирер, вы. Сирер, вы. И олар, они. Олар, они. Еще раз. Мин, я, син, ты, ол, он, она. Пись, мы. Сирер, вы. Олар, они. И вот, допустим, отдыхаешь. Син, ты же отдыхаешь, да. Син, тынанчазың, на ты. Тынанчазың. Син, тынанчазың. Син, тынанчазың. Ну, давайте так. Мин, тынанчам. Я отдыхаю. Мин, тынанчам. Син, тынанчазың. Ол, тынанча. Пис, тынанчабыз. Сирер, тынанчазар. Олар, тынанчалар. Я вот эти слова потом буду прописывать. Так, буду прописывать. И вы их, вот эти фразы будете находить уже в вебинарной комнате, в смысле уже на сайте, в письменном виде. Потом будете проходить еще тест. Ну, я буду делать тесты. Так, теперь смотрите. Альберт, мин истерга, да. На самом деле эта фраза мин истерга, это означает слышать. Но если вы хотите сказать, что я слушаю в настоящем времени, тогда надо будет сказать мин исчем. Мин исчем, я слушаю. Так. Мин исчем. Я вас слышу. Я вас слышу или слушаю. Допустим, да. Мин исчем. Я слышу. Ну, без вас. Сейчас, подожди. Мин исчем. Я слышу. Слушаю. А если вы хотите сказать я вас слушаю, мин сирерне вас. Мин сирерне исчем.
я вас слышу. Так. Мин серерне исчем, я вас слышу. Вот. И вот таким образом вы потом будете просматривать видео уже, ну, дома, повторяя как бы домашнее задание, да. И эти фразы вы уже должны будете, ну, увидите здесь, вот так же, как прописано, мин исчем, я слышу, мин серерне исчем. И, в общем, таким образом у нас будут проходить занятия. Вот примерно так. Наверное, еще думаю, что будут какие-то ну, материалы рисованные, имеется в виду картинки, конечно, должны быть. Еще какие-нибудь будут видео. Я буду стараться давать фрагменты речи хакасов. Допустим, ну, пока такая цель есть. Скажем, я буду спрашивать, как бы вы сказали по-хакасски, ну, допустим, меня зовут так-то, так-то, да? Как представиться? Где-то 2-3 человека я буду давать озвучивание речи других людей, чтобы вы не только меня слышали и слушали, а других людей. И эти видео, они будут проигрываться здесь уже в вебинарной комнате. Я буду стараться их писать, ну, не знаю, как интенсивно получится, но буду стараться, в общем, делать вот эти видеоматериалы и выкладывать уже на уроках. Так, мин серерне исчем, я вас слушаю. Так. Ну, давайте, Татьяна. Так, говорю, говорили, говори, говорят, о чем говорят, да. Мин шохтаншам, если я говорю мин шохтаншам, мин шохтаншам, серер шохтаншазар, олар шохтаншалар. Олар шохтаншалар. Они говорят. Мин шохтаншам, серер шохтаншазар, олар шохтаншалар. Я сейчас в приватном чате пишу Татьяне. Пис шохтаншабас, серер шохтаншазар, олар шохтаншалар. Олар шохтаншалар. Так, ну вроде бы правильно здесь написал. Так, мин шохтаншам, серер шохтаншазар, олар шохтаншалар. Пис шохтаншабас, серер шохтаншазар, олар шохтаншалар. Ну вот я ответил на вопрос Татьяны. То есть смотрите, теперь по урокам, да. По сути, мы сейчас прошли местоимения и формы настоящего времени. Вот мин, син, ол — это местоимение, я, ты, он, да, она. Пис, серер, олар. Конечно, это надо будет запоминать. И в данном случае прошли форму настоящего глагола. Шохтанша — это говорит, а это аффикс первого лица. Дальше шохтанша зар — это аффикс второго лица. Вы. Шохтанша лар — это аффикс третьего лица, это множественное число. Шохтанша быс — это мы. Быс. Шохтанша зар — это вы. Я прошу прощения, мин шохтанчам, син шохтанча зн. Я извиняюсь. Так, тут ошибка у меня прошла. Шохтанча зн. Вот. Мин шохтанчам, син шохтанча зн. Ты. Син шохтанча зн. Так. Ты говоришь. Вот я для... Так, шохтанча зн. Да, вот. Теперь правильно. Мин шохтанчам, первое лицо, син шохтанча зн, второе лицо, ол шохтанча, без третьего, без, вот так вот, ол шохтанча. Ол шохтанча, он говорит, допустим, да. Ол шохтанча, он говорит. И дальше вот уже мы, пис шохтанча быс, мы говорим, серер шохтанча зар, вы говорите, олар шохтанча лар, они говорят. Так. Ну вот примерно так это все будет происходить. Но вот я еще раз хочу повториться. Допустим, сегодня мы прошли, предположим, уже класс местоимений и формы глагола настоящего времени. Ща. В данном случае вы сейчас это увидели. Там есть еще другие аффиксы. Че, есть пча, пче еще аффиксы. Но это уже потом тоже мы по ходу дела потом доберем.
Так, Альберт, может быть, вы что-то еще написали бы, какую фразу бы хотели бы услышать? Может быть, вопрос какой-то. Так, полил. Спасибо. Так, мне перевести или как, Альберт? Так, ну, в общем-то, понятно, нет, с идеей обучения. Так, да, вот, к сожалению, да, с телефона не увидите. Но потом вы посмотрите записи, я тут пишу, надеюсь, у меня все должно получиться. Там, правда, может быть, со звуком чуть похуже будет, ну, не знаю, увидим. А, Так-то я стараюсь вроде бы сделать. Дело в том, что если бы было бы человек 5, допустим, да, ну, было бы человек 5-10, тогда бы в самой вебинарной комнате я бы писал бы видео, и там уже лишнего геморроя, грубо говоря, не было бы. Зависит от людей, потому что ну, вот это я-то сейчас работаю в бесплатной версии, а за платную версию надо платить. В общем, там, если мы, конечно, возьмем платную версию, тогда вот, ну, на месяц, да, тогда проблем с записью не будет, и вы будете заходить прямо вот на вебинарную комнату, уже оттуда прослушивать, без того, чтобы специально его выкладывать в YouTube. Ну, хотя я все равно буду выкладывать в YouTube. Так, так, экран плохо видно. Так, ну вот, к сожалению, я говорю, вот эта вебинарная комната, она пока для сотовых телефонов приспособлена плохо. Пока. Я посмотрю функционал, исследую, ну, посмотрим, что там еще будет происходить. Так, ну давайте я сейчас еще отвечу на вопросы Татьяны. Пиши, писать, пишут, писали, пишу, допустим. Писать. Писать в хакасском языке означает вообще пиши, пас. Пас, пиши. Пиши, допустим, да. Ну и давайте опять мы рассмотрим в настоящем времени. Я пишу. Мин пасщам, допустим, да. Я пишу. Я пишу. Ты пишешь. Син пасщазом. Син пасщазом. Син пасщазом. Ты, он пишет. Ол пасща. Или она пишет. Все равно ол пасща. Разницы нет. Девушка, мужчина, ну, парень или девушка, мужчина и женщина, да. Ол пасща. Она пишет, он пишет. Мы пишем. Пис пасщабыс. Мы пишем пис пасщабыс. Вы пишете серер пасщазар. Серер пасщазар вы пишете. Они пишут олар пасщалар. Они пишут олар пасщалар. Еще раз. Я пишу мин пасщам. Ты пишешь син пасщазан. Он, она пишет ол пасща. Мы пишем пис пасщабыс. Вы пишете серер пасщазар. Они пишут олар пасщалар. Ну, допустим, мин книга пасщам. Возьмем пока слово книга, русское слово. В хакасском языке книга переводится кинде. Кинде, да. Кинде книга. Ну да, Альберт, спасибо тебе, да, за пожелания. Я бы, откровенно говоря, хотел бы в Тувинске выучить. На самом деле, у меня там просто живут родственники. Не часто удается бывать в Туве, но хотел бы выучить. Ну вот, Алгыспузан, спасибо. И вот я сейчас отвечаю на вопрос от Татьяны Литвиновой. Так, Таня, наверное, ты сейчас увидела, да?
А вообще вот смотри, вот, Татьяна, можно вот вопрос? То, что я сейчас пишу в телефон, мне ты видишь, нет? Так, я сейчас Альберту напишу. Так. Альберт, вот вопрос, я сейчас тебе в чат пишу персонально. В телефоне эта запись видна? Прямо вопрос. Вот, ты ответь, вот, видишь, нет, то, что я написал? Это видно или нет? Я извиняюсь, что на ты, как бы, ну, прошу прощения. Да, вижу, ага, все, спасибо. Так, ну вот в телефоне можно общаться, видимо, только лично, а потом уже сами произношение звуков уже надо будет повторять дома, досматривать, скажем, вот это видео, которое сейчас вот я пишу. Ну, надеюсь, что это пропишется нормально. И я потом вам могу отослать это видео. Вы уже посмотрите реально, как на самом деле у меня это видео записано с рабочего стола. Так. Вижу, ага, все, Татьяна, спасибо. Так, есть какие вопросы по методике вот такого ведения занятий? Можно так вести или нет? Этого достаточно? Ну, пока вот мы ведем тестовые занятия, вот в следующий раз я подготовлю видео и выложу материалы, то есть также, да. Но хотелось бы, конечно, чтобы занятия вести за компьютером, не с телефона, потому что с телефона все-таки дольше все это будет происходить, потому что я не могу показать ни картинки, не прописать, тут можно еще рисовать, от руки можно прописывать какие-то вещи, да, и видео тоже вы, к сожалению, не увидите, наверное, видео с ютуба. Так, все, спасибо. По-твински спасибо, по-моему, четвердым, да? Кажется, нет? В хакасском языке щиттердым, щиттер. Щит это достигай, донеси, может быть, щиттер. Сделай так, чтобы это дошло. Щиттер. Щиттердым донес. Мин ага щиттердым, допустим. Я до него это донес, что-то сделал. Так. Ну, с браузером, надеюсь, у вас там проблем не будет. Но я еще раз сказал, что надо будет обязательно в компьютере у себя установить Chrome, браузер Chrome. Яндекс тоже, кажется, работает, но лучше в Chrome. С Яндекса тоже можно заходить, но остальные браузеры работают некорректно. Вот так вот. Так. Подтормаживает. Ага. Ну да, вот если бы тут было бы еще несколько человек, я не знаю, как бы у меня тут работало, ну вроде бы пока с двоим-то у меня как бы проблем вроде нет. Да, Алгас, спасибо. Четвердым, да, четвердым. Ну вот, вот. Ну что ж, наверное, сегодня будем завершать. Если есть какие вопросы, вот пропишите в чате, в персональном чате, какие вопросы по интенсивности занятий. Ну, сейчас в течение недели, давайте вот сегодня у нас суббота вечером, да, я еще завтра проведу вечером, воскресенье. Думаю, что где-то во вторник, в четверг, через день. И у нас получится в течение недели, ну, в общем, 4 занятия пройдут бесплатные. И дальше уже через неделю, когда люди уже подойдут, остальные придут, ну, вот это видео, которое сегодня мы прописали, я выложу. Ну, с вашего разрешения я вот это выложу, потому что, ну, я как бы предупреждал, что это видео будет видно всем. Вот пока вот эти вот тестовые занятия идут, они будут видны всем. И, ну, чтобы люди тоже пришли и посмотрели, как в реальности на самом деле прошли занятия. Ну, мне просто нужно еще набрать людей.
Если бы было человек 10, в принципе, было бы достаточно, чтобы, ну, мне надо купить еще комнату вебинарную, чтобы заниматься более качественно. Если есть вопросы, пропишите их. Может быть, пожелания какие-то у вас есть? Вот ваши пожелания, как вам лично удобно. Ну, 8 часов кажется удобно, да? Татьяна, вот что вы скажете? Вот вижу по-хакасски можно написать кёрщем. Кёрщем вижу. Ну, я для Татьяны пишу. Кёрщем вижу. Ну и так, вопросы есть? Татьяна, есть вопросы? Альберт, вопросы есть? Если вопросов нет, так, ага, хорошо, спасибо, так. Альберт, если у вас будет желание заниматься, ну, в общем, в таком режиме, вы поняли, допустим, ну, да, вот примерно так будем заниматься. Если вопросов нет, с вашего позволения, я тогда вот это занятие сегодняшнее заканчиваю. И мы уже встретимся, давайте завтра вечером в это же время в 8 часов. Я это видео сейчас выставлю в ютубе и как бы сделаю рекламу, что да, мы прошли первое пробное занятие, протестировали комнату, в общем, такая-то форма общения у нас прошла. Ну хорошо, тогда, наверное, будем прощаться. Спасибо за то, что вы пришли. Ладно, по-хакасски спасибо. Алгыс ползен. Спасибо. Анным жохтар, до свидания. И обычно еще можно сказать до следующей встречи. Пазе тогасханже. И вот смотрите, давайте вот эти фразы, которые вы сегодня услышали, их надо теперь будет заучить до завтра. Ну, завтра всего лишь один день. Да, алгыс ползын, аным жоқтар, до свидания. Пазы тоғасханже, до встречи. Тоғазх, это встреча, тоғасханже, до того, пока встретимся, если буквально переводить. Вот еще раз, алгыс ползын, спасибо. Аным жоқтар, до свидания. Пазы тоғасханже, до встречи. Серергеде, так, Альберт, вам тоже спасибо. И мы будем прощаться. Так. Я сейчас, к сожалению, Татьяне не отписал. Сейчас, подождите, я отпишу еще раз. Тут я закрыл, начинал использован. Это спасибо. Аным жоқтар, до свидания. И пазы тоғасханже, до следующей встречи. Пазы тоғасханже. Вот сейчас, да, Татьяна сейчас получила. Аным жоқтар, пазы тоғасханже.